Настроение хорошее, потому что год очень насыщен на исторические события. Прежде всего, это мы празднуем, праздник продолжается еще, отмечаем, продолжаем донести до населения свою историю в доступной форме. Хорошо, что средства массовой информации очень, надо сказать, сознанием дела освещают нашу историю столетий Татарстана. С чем вот знаменательно? Уже по мере того, что с мая месяца мы каждый день ознакомливаем население с историей республики и продолжаем еще впереди также как бы оценка нашей истории, включая и август месяц. Итог главный можно было бы или предварительно сказать, какие были сложные годы, какие репрессии, какие жертвы, особенно пали жертвой своих устремлений основные организаторы, первые организаторы нашей республики. Но надо заметить, это непростой история, как у всех народов Российской Федерации. Мы прошли этот исторический путь. Я считаю, что и в дальнейшем еще больше эта дружба укрепится, это согласие всех народов, которые проживают в стране и на территории Татарстана. Испытания были сложнейшие, но мы их с честью выдерживаем. Мы должны никогда или не имеем даже права забывать. Только через единство вот мы проходим этот непростой путь. Об этом и говорит то, что сейчас сегодняшнее голосование это связано с изменениями отдельной статьи Конституции Российской Федерации, действующей Конституции. Я хочу сказать, что как живой участник этих исторических событий, принятие Конституции Татарстана и Российской Федерации, нам удалось в основном определиться в основных статьях Конституции действующей. Они играли и продолжают, значит, через свои реализации по основоположению населения Конституции, оно свою объединяющую роль играет, но работа впереди немало. Я почему всегда говорю прежде всего о всеобщем согласии, понимании многонациональной Российской Федерации, и дальше мы этим должны дорожить, особенно в вопросах реализации. Это из сферы культуры, сохранение нашей традиции всех народов. И, что очень важно, неоднократно об этом говорил Владимир Владимирович Путин и наш президент Рустам Нургалиевич, это основа основ. Сохранение культуры всех народов Российской Федерации и выходить на объединяющие параметры, это тот очень непростой, сложный путь, но мы имеем уже опыт за эти годы. Имеем опыт. Поэтому это та ценность, которая идет, как говорится, из поколения в поколение, сохранение традиций и родного языка. Этим надо еще сильнее заниматься. Не то, что давать какие-то послабления. В этом наша сила. Потому что каждый народ дорожит языком матери, который идет испокон веков. И это только сплачивает, и при этом сплочении народов Российской Федерации, что дает нам основную силу, у нас и внутреннее состояние, уверенность в будущем. Это один из важнейших факторов. И тот опыт, который мы имеем, и через тот
непростой путь проходим, чтобы взаимопонимание в меняющемся мире работало на объединение всех наших народов и через это на укрепление страны. Это величайшая ценность. Неоднократно я об этом говорю, почему? Потому что я в этом уверен и за все годы долголетной различных властных должностях убежден, и дорожить надо этим. Я без конца это могу повторить. В этом наша сила. Не случайно и действующей Конституции было, мы когда работали над Конституцией, первой Конституцией Российской Федерации, долго спорили, и была ценная запись: Российской Федерации-Россия. Это сработало, и она еще очень непонятная. И вот на эти моменты действующей Конституции и с поправками, когда если даже будут какие-то редакционные уточнения, на эти моменты обратит особое внимание. Я на это очень надеюсь, потому что это один из сохранений традиций народов. Потому что это выбор истории, выбор наших родителей, наших предков. Этим мы сильны. И я хочу сказать, что настроение хорошее. Почему? Потому что зреет, вот я по республике говорю, хороший урожай. Урожай, правда, тот, который в амбаре, но на сегодняшний день редко бывает таких лет. За всю жизнь вот уже работа в республике. И не только это, и мы у соседей это знаем. Очень хорошая основа, значит, чтобы сумели бы заготовить корма и хлеб, а хлеб всему голова. И что еще я хотел бы сказать, у нас год выборов президента Татарстана, и мы с учетом той практики, того опыта, как можем развиваться, выходить на ускоренное развитие, усиление, укрепление страны, уже определенный опыт есть. Сейчас надо еще больше объединиться, находить общий язык, я еще раз хочу сказать, с учетом многонациональности Российской Федерации. И опасаться этого не нужно. Это только придает внутреннее чувство сплоченности и понимания, и она вызывает будет такие подходы к верховной власти в стране. А когда мировая обстановка диктует, страна должна быть сильной, а для этого нужна сильная, поддерживаемая всем многонациональным народом России власть. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.